Хорошо в своем жилище. Хорошо в своем жилище предаваться размышлениям в отвлеченном упоении, коли есть вода и пища. Пусть внизу спешат куда-то многочисленные люди в суете безликих будней от рассвета до заката. Созерцать люблю просторы этой бездны из окошка. Пусть в углу стоят сапожки, подождут судьбою споры. Возвышаясь на мгновение, суету забыв и толпы, проведу сей миг я с толком, ожидая свое время. Я, возможно, слишком слабый или в отдыхе нуждаюсь, перед нервами я каюсь в том, что шел среди ухабов. Мне бы вдоволь отсидеться в 4 надежных стенах, стать иголкой в стоге сена, отдохнуть и вспомнить детство. Но потом пройду сквозь скалы, стоит выйти за мой дворик. Не монах и не затворник, обыватель лишь усталый. Сәлеметсіздерме, құрметті ханымдар мен мырзалар. Болашақта қазақ тілінде бейнелер міндетті түрде болады. Бірақ қазір мен сіздерге орыс тілінде өлеңім айтамын. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Обязательно еще будут видео на казахском языке, но сейчас я вам расскажу свое стихотворение на русском. Приносит бриз бесценную благодать. Приносит бриз бесценную благодать, что в жаркий вечер здесь всегда желанно, и облегчение вздох не передать. В окне путь млечный, мне же в путь к дивану. Наш мир столь сложный и такой простой, наш мир столь тесный, но влекут просторы. В ажуре все дела и в них простой. В ночной прохладе я забудусь скоро. Но я перед обычным летним сном пройдусь в воспоминаниях по лицам. И в грезах об ушедшем, о былом, я знаю, может всякое случиться. Эх, скольких возвращала жизнь, когда казалось мне, что те пропали в прошлом. И я держал судьбы любой удар, покуда знал, что семьи не был брошен. И хоть решать я сам свои вопросы стремился и ломал порой дрова, мне жизнь пустить не дали под откос те, кто знал мои дела, мои слова. И каждый мне из них безмерно дорог, хоть вечно мы спешим, бежим, снуем.